31-я конференция местного отделения партии «Единая Россия» начинается с гимнов России и Ингушетии. На повестке дня 3 основных вопроса, в числе которых избрание 6 делегатов от местного отделения на 30-ю внеочередную конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Более половины всех делегатов, избранных по статусу, предложить 31-й внеочередной конференции местного отделения, подтвердить полномочия делегатов, признать 31-ю внеочередную конференцию местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Сунжском районе правомощной и произвести обмен временных удостоверений делегатов конференции на мандаты. Подпись имеется. Прошу утвердить протокол номер 2. Городская среда – один из партийных проектов, в рамках которого во всех городах республики, да и страны в целом, ведется работа по благоустройству дворов, укладке тротуаров и создаются спортивные и детские площадки, парковки и небольшие скверы для отдыха людей. Только в 2018 году на реализацию проекта было выделено около 105 миллионов рублей. На эти средства благоустроено 15 дворовых и 8 общественных территорий. Эта программа она охватывает практически все места общественного пользования, все общественные территории, которые жители изъявили для участия в программе. Ну и, конечно же, главный такой и важный аспект – это благоустройство многоквартирных домов. Большой объем работы у нас проводится потом и в городе Назрань, в городе Магаз. В первую очередь это комфорт жителей. Вот этот результат именно по этому общественной территории, по этой общественной территории он достигнут. Партия президента заботится о будущем подрастающего поколения. Подтверждением тому служит реализация федерального проекта «Детский спорт». В его рамках отреконструированы 5 спортзалов, 6 спортивных клубов, а также открыто 11 спортивных площадок. Цель этого проекта – это развитие массового спорта. С реализацией этого проекта действительно увеличилось количество детей, которые выбирают здоровый образ жизни. Если до этого мы привыкли, что в основном у нас дети занимались силовыми видами спорта, и это были люди, которые потом готовились к спортивной жизни, то есть выбирали как профиль спорт, то сейчас расширилось участие детей в этом спорте, потому что здесь может каждый заниматься тем, чем он может заниматься и хочет заниматься. Не обошлось на конференции без награждения за вклад в благотворительную и волонтерскую деятельность республики. Самых активных наградили почетными грамотами и орденами милосердия. Вот такая награда получается. Премия вручается 5 номинантам, в числе награжденных Аза Цурова, учитель начальных классов Троицкой 3-й школы. За 36 работы с детьми она подарила надежду на светлое будущее не одному поколению подопечных. Я один из тех многих учителей, которые отдают себя детям. И, честно говоря, я не ожидала, что мой труд будет вот так оценен. Тем более, что он будет оценен моим бывшим учеником. Сегодня у меня такой день, когда я могу сказать, что ученик превзошел своего учителя. Вот это для меня немножко сегодня и радостно, и волнующе, и необычно, и приятно. Очень-очень приятно. Орден милосердия – награда за заботу и бескорыстные усилия, направленные на благотворительность. Автор проекта Алихан Алиханов, директор Сужинского гуманитарного колледжа, отмечает, чаще всего этих людей мало кто знает в лицо, хотя заслуживают они большого уважения и внимания. Вы знаете, когда человек делает что-то доброе, занимается благотворительностью, конечно, он это не делает для награды и так далее. Конечно, ему, наверное, и не нужно какое-то поощрение, но все-таки мы хотели бы, чтобы люди, которые занимаются таким благим делом, чтобы их признали, чтобы этих людей видели, чтобы они стали примером для других людей, чтобы еще больше люди занимались благотворительностью и помощью людям. И я думаю, нам это удалось. Награды получили также активисты партии, труд которых отметили грамотами и благодарностями главы Ингушетии Жардат Хулухоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.